Мы собрались у здания ипподрома Аккула, который был построен в 1947 году. Здесь собрались люди, которые недовольны тем, что собираются это здание сносить и вместо него строить футбольное поле. Прошлого века здесь уже начался существовать ипподром, а потом в 1947 году, когда после войны, когда была разруха, когда было тоже трудные времена, вот эту трибуну тогда еще поставили. И почему мы должны вот такую историческую здание, место, да, вот, должны куда-то в другое место перевести. Ипподром является национальным достоянием и частью истории, постройка которой началась в 1945 году и закончилась в 1947. По словам общественного деятеля Кемельбека Аширалиева, наши предки специально для нас строили такой вот ипподром, для того, чтобы проводились скачки, конно-спортивные игры, такие как Кокберу. И вот то, что хотят ипподром снести и перенести его на другое место, по мнению общественного деятеля, глупо и неправильно. Если надо будет, его надо построить прямо в центре города. Ипподром должны посещать инвалиды, ветераны от мала до велика. Если не будет всех этих конных игр, то и кыргызского народа тоже нет. Эти виды спорта должны развиваться в нашей стране. Надо брать пример с Франции и других стран мира. По всему миру есть примерно 600 ипподромов, 250 из которых только во Франции. Посмотрите, какая культура во Франции. Там прямо в центре Парижа есть ипподром. А почему у кыргызского народа, который с давних времен ездят на лошадях и пьют кымыз, ипподром должны перенести на другое место? В конце собрания с речью выступил вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков, заявив о том, что ипподром сносить не собираются, а планируется лишь улучшить его состояние. Ветхие здания снесут и увеличится количество посадочных мест. С юридической стороны никакого переезда не будет. Дошла до вас неправильная информация. Ипподром Аккула остается здесь. Ремонтные работы будут проводиться, не волнуйтесь. Всем вам спасибо за такую вот вашу инициативу. В начале 2000-х годов ипподром Аккула был внесен в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. В 2019 году власти столицы заявили о том, что необходим капитальный ремонт, но уже в прошлом году объект признали аварийным и не подлежащим ремонту. Айджан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.